Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас. Прямо не верится, что баскетбол возвращается, что открываем эту трансляцию в цикле матчей, которые носят символический характер. По сути, это итоговая часть сезона чемпионата 2019-2020, чемпионата Республики Беларусь среди мужчин. Пандемия внесла очень серьезные коррективы не только в нашу жизнь, но и в спортивные календари, и поставила на паузу огромное число событий, в том числе и белорусские чемпионаты по баскетболу. Ну и вот в Федерации было принято решение доиграть в таком формате. С вами сегодня и следующие 2 дня буду я, Ирина Жилач, помогу вам смотреть матчи, надеюсь, предоставлю какую-то нужную информацию. Ну и кроме того, вместе насладимся игрой, мы так много времени были лишены этого. Этот 3-дневный марафон открывается матчем между столичными «Цмоками» и командой из Гродно 93. Для тех, кто не посвящен в детали розыгрыша, поясню, что «Цмоки» в розыгрыше чемпионата не приняли пока не приняли участие ни в одном матче, по той простой причине, что предполагалось, что они подключатся на стадии плей-офф. Освобождались они от регулярного сезона как участники Лиги ВТБ и Кубка Европы. Там очень насыщенный график. Но, к сожалению, уже на уровне плей-офф чемпионаты повсеместно, и Беларусь не исключение, были остановлены. Но вот эти 3 дня как раз и послужат тому, чтобы определить чемпиона Беларуси среди мужчин. Немного странно, конечно, будет командам вступать в игру на фоне того, что произошли летние трансферные изменения, причем довольно значительные. О них буду рассказывать по ходу матча. Пока же смотрим буквально последние минуты разминки команд. Постепенно буду вас знакомить с изменениями, с новыми игроками. И всячески буду вас информировать. Команды сейчас возвращаются на скамейку, уже было представление. Мы сейчас увидим только первые 5-ки, но если посмотреть на заявочный лист «Цмоков», видим, что, конечно, по сравнению с прошлым сезоном есть потери. Ушел Александр Гаврилович, ушел Миркович, не увидим мы Домингеса но, тем не менее, удалось ей сохранить состав. С большим удовлетворением замечаю здесь Роберта Лоури. Подписан вновь Владимир Веременко. Снова он пребывает в статусе капитана команды. Наш, наверное, самый молодой, самый яркий игрок Максим Салаш, который здорово прогрессировал на протяжении всего предыдущего сезона в Лиге ВТБ. И на фоне того, что достаточное число, 4 легионеров было в команде, он по всем позициям сохранил 2-е рейтинговые строки за собой по результативности, по подборам. И на самом деле провел просто отличный сезон. Но есть и приобретения. Среди них 2 латыша, Лейманис Томс. Сегодня, к сожалению, в заявке его нет. Он к нам прибыл из Вальядолида, Испания. По национальности является латышом. Далее Чаварс Клавс, также латыш, предыдущий клуб его Венспилс. И такая хорошая новость для белорусского баскетбола. Совершил продвижение внутри белорусского чемпионата. И в этом сезоне цвета «Цмоков» будет защищать Дуду Бенджамин, игрок Борисфена. Смотрим на площадке. У «Цмоков» в составе в первой 5-ке Веременко Владимир, Рогозенко Андрей, Алексей Тростенецкий, Роб Лоури и Максим Салаш. У Гродно 93 капитан команды Карасевич, Борис Дрюков, Тимур Дрюков, Макс Шустов, Максим Сазонов и Иван Каляев. Иван Каляев единственный легионер в составе Гродно, но он давно и хорошо знаком всем любителям баскетбола, уже провел большое число сезонов в Гродно и с этого года будет исполнять обязанности играющего тренера в помощь Андрею Кузьмину. Ну что ж, первая атака в исполнении Алексея Тростенецкого. Мяч не достигает цели и, в общем-то, быстрым темпом пытается Гродно атаковать. Думаю, сейчас первое число атак будет определенная пристрелка, разбежка.
Я представляю, как игроки соскучились по игре, просто какой-то колоссальный простой произошел в эти несколько месяцев. Знаю, что Гродно довольно рано начала подготовку вот к этим матчам. Буквально в начале июля была уже собрана команда, ребята тренировались. Но Смоки, в свою очередь, приступили к тренировочному процессу гораздо позже, 27 июля. Но, тем не менее, я думаю, что в равной степени готовы, мотивированы и вступили в долгожданную борьбу. Нарушение в защите. Камеры так расположены, что не видны трибуны, но на самом деле так приличное число зрителей собралось уже понаблюдать за матчами. Я думаю, что только больше становиться их будет с каждой минутой. Также скажу, что вот после этого матча состоится игра второй пары между Борисфеном и Рубоном. В 19:30 начнется матч. Ну и в дальнейшем расскажу, какое расписание будет на субботу и на воскресенье. Ну что ж, нарушение произошло со стороны Смоков. И есть шанс у Гродно распечатать кольцо, начать эту игру первыми в плане результативности, и Максим Сазонов набирает первое очко в этом матче. Роб Лоури, который сейчас с мячом, он хорошо очень нам знаком по играм ВТБ, знаем его как дирижера всей игры Смоков, человека, который больше создает, чем тянет игру на себя, хотя разные моменты случаются, бывает, что и именно эту роль он исполняет в команде. Ну, я думаю, что тут все сейчас хотят проявить себя, все просто будут сейчас вырывать мяч. Ну, так часто бывает после большого перерыва. Сейчас пробовал Макс Шустов атаковать, не вышло. Карасевич издали. Наверное, это самый громкий трансфер на самом деле. Переход Шустова и Егора Потупчика из Рубона в Гродно 93. Там ребята провели большое число сезонов, фактически, ну так, ассоциировались с этим клубом. Ну вот такая спортивная ротация, приняли решение и теперь защищают цвета Гродно 93. А тем временем Лоури в таком силовом проходе, скоростном, с шагов, продавливая защиту, забивает и получает право еще на один бросок с линии штрафной. Точен Роб. Я не думаю, что эти игры для Смоков будут носить характер таких тренировочных, разогревающих, хотя в том числе, но думаю, очень мотивирована команда на то, чтобы защитить титул. Смоки на протяжении уже 11 лет являются подряд чемпионами Беларуси. И вообще в серии финальных матчей, в которые они принимали участие, если мне не изменяет память, из 30 сыгранных только одно поражение они имеют, и как раз-таки от Гродно 93. Андрей Рогозенко издали из-под хорошего заслона, и, в общем-то, ситуация идеальная была создана для броска, но не точно, не получилось поразить кольцо. 3-3 пока счет матча, сыграно 3 минуты. Так, Лоури тут хорошо сместился на Карасевича, прочитал этот пас, перехватил, быстро организовал атаку. Ну и вот сейчас Андрей с позиции параллельно щиту в хорошем темпе добивается успеха. И, в принципе, это хороший момент, когда после непопадания следующая же попытка достигает цели. Это явно придаст уверенности. И не будет сомнений в следующих эпизодах принимать решение, атаковать или нет. Еще один перехват в исполнении Лоури. Володя Веременко успевает быстрый прорыв. Не часто такое увидишь в исполнении центра, на всяком случае. Ну вот первый тайм-аут в этой игре. Не представила тренеров дружин, но я думаю, что любителям баскетбола они прекрасно знакомы. Это Ростислав Вергун, который принял команду в прошлом сезоне, и Андрей Кузьмин, который также взошел на тренерский мостик в прошлом сезоне. И если этот фактор в прошлом году мог для него быть таким, каким-то извиняющим за поражение, потому что, неровно на самом деле команда играла. В регулярке у них соотношение 18-7. Не думаю, что эти цифры устраивают главного тренера. Но, тем не менее, вот это второй сезон под управлением Кузьмина команда будет проводить. Как уже говорила, в помощь ему добавился Иван Каляев, который
настолько уже как бы огромный вклад внес вообще в результаты и в игру клуба. И думаю, что по своим ресурсам готов помогать еще и в тренерском качестве. Ну что ж, минута пролетает быстро, команды возвращаются. Оторвались Смоки, создали себе уже определенный запас. 8-3. Конечно, очень хочется, чтобы Гродно посопротивлялась, пощипала Гранда и так продержалась на хорошей разнице. Ну, а если мы увидим и преимущество Гродно, то это вообще будет замечательно. Конечно, по составу здесь намного серьезнее ростер у Цмоков. Оно и понятно, команда готовится к участию в розыгрыше Лиги ВТБ. Просмотрела информацию. Лига задекларировала, что старт сезона будет осуществлен 20 сентября, но по кулуарной информации все-таки нет пока уверенности, что действительно Лига стартует в это время. Прогнозируется вторая волна коронавируса, и, конечно, не хотелось бы, чтобы пришлось бы старт откладывать, но, например, для соревнований ФИБА это уже сделано, Кубок Европы стартует после Нового года. То есть все в таком определенном напряжении, ожидании, как же сложится этот сезон. В то же время Гродно 93 очень вероятно станет вторым участником в Евразийской лиге, которая зародилась буквально в прошлом году усилиями Армянской федерации баскетбола. Макс Шустов издали, Тростенецкий на подборе, и вот атака быстрым темпом. Не счел судья нужным тут определить фол. Бенджамин Дуду так немножко дискутирует. Ну, кстати, очень рада за переход Бенджамина. Я имела честь обслуживать в качестве комментатора матчи Евразийской лиги. Там же познакомилась поближе вот с Борисфеном. И Дуду играл там заметную роль в клубе. Действительно приносил очки. И, в общем, такой стилеобразующий игрок той команды. Ну и, наверное, вот выход команды на международный уровень высветил и потенциал игроков. На него обратили внимание тренеры сборной, тот же Ростислав Вергун. И, в общем-то, Бенджамин уже дебютировал и в матчах за мужскую команду. Снова пас на Рогозенко в угол. Ну вот нет пока стабильности у Андрея. Чистый бросок, практически без сопротивления. Надо было забивать. Андрей наводчик с мячом. Ну, тут так плотненько Цмоки, смотрю, что не расслабляются в защите. Хороший пас от Шустова на такой кинжальный вход наводчика. Ну, не удалось взять кольцо, но пробивание, я думаю, что... Нет, судьи все-таки определяют, что сбоку будет мяч введен в игру. Максим Сазонов будет вводить мяч. Так, пыталась тут хитрую передачу организовать, не получилось. 13 секунд на атаку остается. Ну, 5-очковая разница, то есть пока не критично, но все-таки хотелось бы, чтобы ребята из Гродно держались как можно дольше. Снова наводчик. Ну, после блокшота, но Дрюков на месте, вернее, Потупчик на месте и доработал за своим партнером. 10-7. Лоури ищет игроков в одном и другом краю. Алексей Тростенецкий с его паса забивает. Но это будет двухочковое попадание. Там заступ был буквально небольшой, фолл-стопы, но в итоге 2 очка. Хотя на табло вижу 3. Мне явно казалось, что заступ был, но за столиком определили, что все-таки трехочковый бросок был. Очередное нарушение со стороны Цмоков. И замена. Андрей Рогозенко отправляется на скамейку. Его меняет Андрей Стабровский. Помним, какие несколько, ну, даже употреблю слово, феноменальных отрезков игры провел Стабровский в Лиге ВТБ. Казалось бы, в совершенно таких проигранных и необратимых матчах выходил, выдавал серии трехочковых, совершенно нереальное попадание. Вот, так что смелости ему не занимать. И, в общем-то, он заметно обостряет, ускоряет игру Цмоков. И очень здорово помогал Бранко Мирковичу в организации атак. Лоури с мячом, находит он пространство в защите.
со сменой темпа, сменой направлений, с левой руки проходит и забивает. Ну, немножко надо как-то латать дыры в обороне. Ну, когда игрок кратчайшим путем с небольшими отклонениями проходит под кольцо, ну, в центр, это, скажем так, критично. Оставляют мяч у Цмоков, хотя Шустов так понадеялся, что, может, не заметит касание. Но судьи определяют, что Цмоки продолжат свое владение. Посмотрим, какое будет вбрасывание. Видим, что Владимир Еременко уже отдыхает. Чаварс вместо него. 206 сантиметров рост этого центрового. Сейчас добивает со своей же атаки, поборолся за подбор. И ну, 206 сантиметров, тут, конечно, пока нет что противопоставить Гродно. Хотя в их составе есть Винокуров Кирилл, воспитанник Брестской баскетбольной школы. И он даже на сантиметр повыше, надеюсь, мы его увидим на площадке. Всего лишь второй сезон проводит он в составе Гродно. И вполне так хорошие отзывы о его игре, несмотря на молодость, 99-го года рождения. Ну, а, конечно, Чаварсу нужно доказывать, сейчас показывать весь свой потенциал, демонстрировать, чтобы закрепиться в команде и заработать уважение партнеров. Ну, так всегда бывает, когда интеграция новых игроков происходит, притирка, поэтому вот эти 3 игровых дня, как бы во всех смыслах слова, полезны всем игрокам. Стабровский не рискнул атаковать, вывели Лоури. Ну и Роберт точен на выдохе. В довольно высоком прыжке поражает кольцо. Ну, посмотрим. Я думаю, сложно, конечно, Максиму Шустову вот так переключиться, нащупать стиль новой команды. Все-таки в Рубоне вместе с Потупчиком он был безоговорочным лидером, а здесь нужно вписаться в коллектив. Ну вот после такого, не знаю, не броска, метания в щит, но Андрей Навойчик подбирает, забивает. Разрыв в счете растет, 21-11. Ну, пусть бы Гродно старались отвечать. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Сейчас пока Цмоки играют своим таким сильнейшим составом. Хотя я думаю, что в ротацию на матч будут запущены абсолютно все игроки. Все хотят поиграть, всем нужно вспоминать, как это вообще находиться внутри матча, а не только в тренировочном процессе. Андрей Стабровский с мячом. Ну что ж, Потупчик нарушил против Чаварса. Сыграл в корпус, и судьи фиксируют персональный фол. По фолам примерно паритет. 5 у Цмоков, 4 фола у Гродно. Со средней дистанции Чаварс и точно. В принципе, это очень здорово, когда центр обладает хорошим броском со средней дистанции. А сейчас многие центры оснащены и дальним оружием. Много кто атакует из-за дуги. Ну, хотя основной хлеб, конечно, центров — это краска, броски из-под кольца. Ну, вот видим, что Клавс неплохо может реализовать себя с короткой дистанции. Ну, тут уже которую атаку усилиями наводчика организовывает Гродно. Вообще такой приличный, затратный по энергии отрезок проводит Андрей. Ну, пока замены не получал. Ну, Цмоки тем временем еще раз вывели на бросок Чаварса, и Клавс вторая попытка подряд, точно, то есть процент, ну, пока стопроцентный. Зашился в углу Шустов, когда остановилась команда, нет розыгрыша, пытался реабилитироваться там же из-за дуги и из-под Карасевича выбросить мяч. Ну, тут как бы зря, наверное, ну, не стоит предъявлять претензии. Действительно, первые матчи в составе новой команды. Какое-то время определенно потребуется, чтобы встроиться, почувствовать партнеров. Ну вот сейчас Кузьмин дает время Шустову восстановиться, отдохнуть. Вместо него Владислав Швакель появляется на площадке. Тем временем Андрей Навойчик
реализует штрафные по... Это уже 3 очка в активе. Вообще по результативности ну, реализирует в Гродно потупщик Егор с 6 очками. Ну а у Цмоков 7 очков у Чаварса и 8 очков у Лоури. Тростенецкого 3 и у Рогозенко 3. Просит Беленков под кольцом. Сейчас как раз при таком ростере гродненском и можно было поиграть центром, спиной к кольцу. Ну, Лоури мяч ему не отдал, и вот уже Гродно организует свою атаку. Аккуратник на потупчика. Будет пробовать индивидуально, но тут Стабровский неплохо перекрыл. Не рискнул аккуратник атаковать издали. Ну а вот у Крюка Григория получается издали. Только вышел буквально, наверное, первое касание мяча и уже результативно. Высоко играет Чаварс. Ну, в общем-то, и Гаврилович поднимался высоко в прошлых сезонах. И Веремеенко поднимался на дугу, чтобы того же Гавриловича снабжать пасами. Стабровский, ну, несколько лишних ударов. К сожалению, Цмоки не сумели организовать атаку. Для такого уровня клуба и, в общем-то, ну, такая несуразная оплошность. Не организовались, не сделали ничего логически законченного. Круг с мячом. Ну, Цмоки, кстати, вот уже говорила, пытаются так довольно плотно опекать, не расслабляются в защите. Владислав Швакелич Стелажейко. Вот здесь, ну, чуть-чуть бы резче войти в зону, предложить себя. Аккуратненько как-то так вежливо входил. Его оттеснили, а в принципе на скорости можно было бы хороший момент создать, потому что готовился его партнер как раз-таки к пасу в центр зоны. Последняя секунда, нужно бросать. Ну, Владислав тоже тут. В общем-то, и мяч проблем нам было вытащить. Тут сложно тоже упрекать Владислава. 10-очковая разница сохраняется. Последняя минута первой четверти осталась у команд. А мы видим, что появился на площадке Клайберн, 21 номер. Это тоже новое приобретение Цмоков. Пока он вообще, когда его представляют или дают анонс этому игроку, сразу же упоминают его брата, который защищает цвета ЦСКА и был, ну, получил титул MVP в финале 4 Евролиги. Конечно, обидно быть там, допустим, в тени своего родственника. Я думаю, что очень игрок стимулированный на то, чтобы самому создавать свое имя. Очень надеюсь, что в этом сезоне он усилит игру Цмоков, заменит собою Домингеса. Именно для этой цели его, видимо, и приглашали, для такого основного скорера, добытчика очков. Посмотрим буквально вот первые шаги на паркете. Ну и, конечно, с нетерпением будем ждать старта Лиги ВТБ. Очень надеюсь, что не будет все-таки переноса. И мы увидим вот обновленный состав Цмоков, насколько он конкурентен в новом сезоне лиги. Стабровский по краю, помогает пока только Чаварс. Ну, уже перешли в позиционное нападение. Скорости не хватило для атаки быстрым темпом. Ну, команды отправляются на двухминутный перерыв. Первая четверть закончилась со счетом 28-15, плюс 13 преимущества Цмоков. Немного смазанная концовка, на мой взгляд, была в исполнении двух команд. Какие-то сумбурные последние атаки были нам продемонстрированы. Ну, просто тренеры, я вижу, активно запускают игроков, пробуют разные связки, дают всем поиграть. Ну, фактически дебютный поединок, хоть это и финальная часть чемпионата, но после такого большого простоя будем снисходительны к игрокам. Я думаю, что тут от избытка желания не все получается пока. Команды пока могут получить
обратную связь от тренеров, отдохнуть. Отмечу, что в ростере Гродно 93 всего лишь 11 игроков. Для одного выездного матча это было бы, наверное, не критично, но для того марафона, который предстоит командам, а именно каждый день по одному матчу, это достаточно сложно. И, надеюсь, хватит запаса у игроков, которые прошли и тренировочный лагерь, я думаю, сборы по ОФП, хватит запаса на то, чтобы выдержать, сохранить силы на этой дистанции, хотя, конечно, будет очень непросто. Видим, что скорости довольно высокие, как для первого такого вводного поединка. Ну, тоже еще от тренеров зависит, как разложить силы команды на дистанции. Знают все свои сильные стороны, где нужны опытные игроки, где можно запустить молодежь. Ну, вообще, то есть сам по себе факт того, что баскетбол снова на экранах и можно понаблюдать за игрой, уже не может не радовать. Пока команды занимают позиции на местах, добавлю, что Евразийская лига, которая вот начала свое существование с прошлого сезона, в этом году расширяется. В прошлом году FIBA Европа разрешила провести чемпионат в таком тестовом режиме. Было всего лишь 6 команд, из них одна белорусская. Это как раз таки участник нашего финала 4 Могилевский Борисфен. Но в этом году, насколько знаю, планируется от 10 до 12 команд. И может быть еще один делегат от Беларуси, как раз таки команда из Гродно. Хочу сказать, что очень добротные игры получились. И Гродно, я думаю, что очень будут болеть именно за такое развитие событий, получить дополнительное число матчей международного уровня. Это, в принципе, и для болельщиков очень выгодный момент. Начнут все-таки приезжать команды российские. Ну, мы знаем все, что в Евразийском союзе у нас 4 страны: Казахстан, Россия, Армения и Беларусь. Вот все они отправили своих представителей в эту лигу. Ну, Армения 2 команды, Россия 3. В этом году планируется еще больше участников от России. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Очень хочется, чтобы пандемия не помешала. Владимир Веремеенко с мячом нашел Салыша под кольцом. Хорошая быстрая передача, и Салыш таким прямо вот острым, быстрым, коротким движением отправляет мяч в кольцо. Снова подавливают Лоури своих оппонентов почти под центральную линию. Аккуратник тут ищет кого-то из партнеров. Ну, в ногу Клайберну мяч попадает. Остановка в игре. 14 секунд остается на владение команды. Да, сложно сейчас. Вижу, что определенная проблема Гродно испытывает с тем, как взломать оборону Цмоков. Швакель пробовал издали и вроде неплохо мяч выпустил. Ну вот мы видим, сейчас появился на площадке Винокуров Кирилл. Помог на подборе, владел мячом. Но вот там тоже брак произошел у Гриши Крука в лицевой. Мяч от его ноги ускользнул, и Цмоки начинают свою атаку. В том же составе начинают Цмоки вторую четверть. Пробуют, наверное, наиграть для турниров более высокого ранга. Ну, не наверное, а точно. То есть эти игры носят и практически утилитарный характер. То есть, с одной стороны, нужно защитить титул. Тут сейчас Женя Беленков в таком продавил 2 оппонентов, забивает. Защитить титул и одновременно подготовиться к старту более серьезных соревнований. Замена у команд. Беленков чуть немного более минуты отыграл, и появляется Алексей Тростенецкий. Кстати, если говорить об уходах, Алекс Гаврилович отправился в Нижний Новгород. Бранко Миркович принял решение играть в литовском чемпионате. Играть будет в клубе с таким труднопроизносимым названием Пьена Жвайгерс. Ну и
Пока свободными агентами являются Виталий Лютич и Домингес. Ой, прошу прощения, Виталий Лютич, это Максим Лютич является свободным агентом, а Виталий Лютич предпочел играть в первой лиге в России, будет защищать цвета Самары. Возможно, вполне логичное решение, учитывая, что там наверняка он будет играть роль лидера, получать большое игровое время. Наверняка по-прежнему будет вызываться в сборную. Ну, будем надеяться, что там он только получит преимущество, выгоды и будет расти как игрок. Не точно сейчас Клайберн со средней дистанции. Салаш вроде побороться на съеме не получилось. Ну а здесь Тимур Дрюков пробовал таким полукрюком, но Клайберн очень так надежно сыграл в защите. Второй раз у Тимура также не получилось атаковать. И смотрим, что практически из последних рядов Клайберн такой спринт совершил, всех опередил и завершил атаку с быстрого отрыва. Очень хочется, чтобы у Кирилла Винокурова появилась уверенность. Мы видим, что партнеры нагружают его мячами. То есть нет такого, что молодому игроку отводят роль такого статиста, подносчика снарядов, либо поработать на съеме, используя его ростовые данные. А видим, что рассчитывают на него также и в нападении. Далеко пока от кольца, 7 секунд остается. Ну вот не получается пока как-то передать мяч в зону. Смогли тут его вырвать, но, к сожалению, время на атаку истекло. Спорят игроки со скамейки. Даже Андрей Кузьмин так спокойнее в этой ситуации останавливает своих ребят. Ну вот судьи посовещаются, сейчас определят, после сирены ли был произведен бросок. (34-16). Ну уже такой приличный, конечно, разрыв. Растерялись немного гродненцы. Есть определенные проблемы с доставкой мяча под кольцо. И не получается и в проход зайти кучно играют защитники Смоков. Ну и как бы вот ростовое преимущество не дает возможности беспрепятственно отдать мяч под кольцо. Здесь отработал, ну, включают уже свои мощности Клайберн. Видим, что и бежит, и может атаковать с прохода, пока не забивал издали. Но я думаю, что все впереди. Увидим мы весь вообще арсенал этого игрока. Не все сразу, как говорится. Ну что ж, Лоури с мячом. Ну вот подобная ситуация в роли Чаверса сейчас Володя Веременко под кольцо. Ну, поднятый наверх и Салаш, и Веременко. Ну, вот сейчас Макс опустился. Ай-яй-яй. Готов был Володя к подбору. И, в общем-то, и угадал и направление, и момент. Но чуть-чуть вот меньше усилия ладони, и мяч оказался бы в кольце. Ну, а так все-таки прогулялся подушки и упал. Не в кольцо, к сожалению. Дрюков пытается продавить. Но, в принципе, у Тимура хватает атлетизма, и он, в общем-то, и настроен на такую силовую борьбу под кольцом. Но, вот, скорее всего, отсутствие игровой практики пока мешает добиваться успеха после таких атак. Ну, еще впереди весь сезон, впереди даже вот ближайшие 3 игровых дня. Я думаю, что найдет вот свой уже и стиль, и игровой. Ну, вообще, наверное, из Гродно Тимур такой самый из белорусов интересный игрок. Помним, что 2 украинца, которые также на лидерских позициях были, покинули команду. Это Максим Мирошниченко и Александр Прокопенко, которые много забивали, помогли команде в сезоне, помогли Гродно закончить на 2-й строке в регулярном чемпионате. Но, к сожалению, все вот эти обстоятельства, которые мы ощутили на себе за последние месяцы, не позволили ребятам сохранить свою прописку в клубе. Хороший пас на Макса. И, возможно, если бы он принял решение атаковать без приземления, была там лазейка,
Ну а потом уже все-таки ограничили ему пространство, но будет исполнять штрафные броски и добавит, сейчас посмотрим, сколько на текущий момент, но пока только 2 очка у Макса в его активе. По-прежнему Лоури с 8 очками в лидерах, и Чаварс подбираются по очкам. Вот Клайберн добавил, то есть пока таким никто не вышел из двухзначной цифры. Точно такая же ситуация у Гродно, но с той лишь разницей, что уже более чем в 2,5 раза очков меньше, почти в 2,5 раза очков меньше у гродненского клуба. В левом краю развиваются все события. Дрюков взаимодействует только с Крюком. Много дриблинга, много затрат. Ну и бросить из-под Салыша, ну тут это так, авантюрно, конечно, было. При том, что 3 игрока находились в роли наблюдателей в этом эпизоде. Не хватает и скорости в атаке, и какого-то пространственного доминирования, то есть сбиваются в край ребята. Ну, тут уже говорила, что не могут пока Гродно так вот найти какой-то вот стиль, разорвать оборону Цмоков. Скорее всего, тут нужны короткие пасы, меньше дриблинга. Ну вот пока видим, что перешли на правый край, но исполнение то же самое, через дриблинг. И остальные игроки просто не участвуют, наблюдают. Ну вот видим, молодой игрок в составе сборной Борисевич Даниил появляется на площадке. Дает Ростислав Вергун игровое время, и правильно, потому что в матчах Лиги ВТБ уже не будет такой возможности. И чем больше игровых минут получат сейчас молодые игроки, тем больше пользы для них это принесет. Хорошо увидел Тростенецкого. Ну что ж, Леша так не докрутил мяч. Хороший был бы вообще эпизод без приземления. Леша вообще очень координирован. И игровое мышление у него на том опыте, который он имеет, давно играет, давно знаем этого игрока. То есть все было верно, все красиво, но буквально чуть-чуть не хватило, чтобы реализовать. Тем временем Чаварс из-под 45, спаса Лоури. Не точно, но не хватило на подборе. Из партнеров никого. Ну, Лоури отрабатывает в защите, мне кажется, даже интенсивнее и добротнее, чем в нападении. Не дает он спуску своим оппонентам. Уже 2 перехвата в его активе есть. И сейчас вот падал в отбор мяча. Ну, то есть очень радует отношение к игре. Казалось бы, разница такая, что можно было бы уже тут и расслабиться. Но вот Роберт очень так ответственно подходит к задачам в защите. Ну, вот еще один эпизод. Не дает он ребятам из Гродно вообще возможности как-то пользоваться мячом без напряжения. Что не удар, то как бы вероятность потери. Нужно искать Гродно какие-то все-таки выходы из этой ситуации. Странно, что нет тайм-аута. Ну, может быть, на эти матчи Андрей, конкретно на эту игру, какие-то другие задачи ставит. Вот. Но фактически Гродно обозначил свои тут претензии на победу уже в середине второй четверти. Ну, собственно, чего другого мы могли ожидать от Гранда? То есть он не может уронить свое реноме, имидж, и обязан просто демонстрировать игру такую, как бы без сомнений. Ну, просто пока у Гродно нечем ответить. Но вот сейчас Карасевич Павел будет пытаться набрать очки с линии штрафного. Тут буквально каждое очко на счету. Не получается пока с игры набирать баллы, причем давно. Поэтому транжирить попытки с линии штрафной, ну, я считаю, недопустимо, конечно. Ну, а вот у Павла первый бросок цели не достигает.
Два броска, одно попадание, и Смоки начинают свою атаку. Александр Пустогвар появился на площадке. Хорошую связку они составляют с Алексеем Тростенецким. Всегда, когда игровая ситуация в той же лиге ВТБ требует легкого состава, подвижного, чаще всего как раз-таки Ростислав Фергун прибегает вот к такой комбинации Пустогвар-Тростенецкий. Ну, наконец-то трехочковая атака получается в исполнении Гродно. Немножко подсокращается благодаря этому попаданию разницы, 15 очков. Ну и вот пока тайм-аут, взятый Андреем Кузьминым. Не может пока, конечно, тренер быть доволен своими игроками. И дело даже не в том, что разница в очках достигла двузначной оценки, колеблется незначительно в одну и другую сторону. А просто вот не чувствуется такого драйва, настроения у гродненских игроков. Немного пока не вписался в игру Максим Шустов. Больше, получается, это у Егора Потупчика. Напоминаю, что оба эти игрока пришли из Витебского Рубона. Но остальные ребята тут стараются в меру сил. Ну, объективно сложно. Сложно, конечно, вступать после такого перерыва и сразу против лучшего и самого боеспособного состава Смоков. Но тут выбирать не приходится, надо играть, бороться. Впереди еще половина матча и 3,5 минуты второй четверти. То есть есть все возможности для того, чтобы нащупать игру. Пусть это не будет на протяжении буквально вот всего времени, но какие-то яркие моменты очень хочется в исполнении Гродно увидеть. Смотрим, тут видно, идут взаимодействия, наработки. Лоури издали, но даже Владислав Швакель не стал выходить издали, да и не успевал ногами. Ну и Лоури тут, конечно, не стал давать возможность к себе подойти издали, быстрым темпом атаковал Павел Карасевич издали неудачно. Подбор не получился, и уже Лоури с командой на половине соперника. Хороший быстрый перевод мяча в край, хотя, в общем-то, Андрей Навойчик пытался помешать Тростенецкому, но Леша и вот и славится скорострельностью и точностью. Все получается пока. Карасевич в проходе и так уверенно под Чаверса. Получается у центрового Гродно, у капитана команды добыть 2 очка. Хороший ответ. Здесь, в общем-то, и так, если командная игра пока не ладится, но кто-то должен брать на себя роль лидера, тянуть игру, пока включится кто-то еще. Поэтому тут только приветствуются вот такие индивидуальные акции. К тому же исполнителей у Гродно на самом деле хватает. Тот же Шустов, и Дрюков, и рассчитывать вот именно на какие-то индивидуальные всплески в тот момент, когда команда еще не может организоваться достойно. Тростенецкий с штрафного пополняет свой актив. К трехочковому попаданию еще со штрафа, возможно, и второй будет. Но и вот по результативности Тростенецкий подбирается к лидерам. Еще один штрафной. Три из 3 и 6 очков в активе Леши. Лоури отправляется отдохнуть. Андрей Стабровский возвращается. Пока Андрей вот ни разу не поразил кольцо. А мы знаем, что он это может. И у него очень такой чуткий бросок трехочковый. Посмотрим. Я думаю, что будет еще в исполнении попадания. Нету, вот просит Андрей Навойчик уже там на усах несколько секунд мяч, так и не дождался передачи.
Пустогвар с угла не стал буквально со второго паса атаковать. Выстраивает Стабровский команду. Вот развернулся спиной, а Карасевич вышел далеко в поле. Ну, все получается, тут никаких проблем в нападении не испытывает. Команда Цмоков забивают, причем с этого угла, наверное, уже третий результативный бросок. Отсюда попадали и Пустогвар, и Салаш, по-моему, Беленков забивал. То есть хорошая точка. Ну, не скажу, что что-то принципиально новое в позиционном нападении у Цмоков. Ну, и, скажем так, я не стопроцентный эксперт по комбинациям. Вижу, что розыгрыши напоминают прошлогодние, вот то, о чем говорила, поднимают игроков наверх. Ну, Цмоки могут себе это позволить, потому что даже если один большой идет наверх, второй остается, будь то Салаш или центр. И, конечно, они имеют здесь преимущество. Вариативность игры намного шире, чем у Гродно. Гродно пока бьется за то, чтобы хоть как-то доставить мяч своим большим под кольцо, потому что периметр тоже пока у ребят не работает, прижаты они защитниками. В общем, тут нужно, конечно, Андрею Кузьмину продержать своих ребят в каком-то тонусе до большого перерыва, а в перерыве как бы использовать все возможности для того, чтобы выстроить какую-то стратегию на то, чтобы разница не росла, и ну, даже для собственной уверенности, то есть чтобы команда начала набирать очки и чувствовала себя в игре. Владислав Швакель сейчас будет исполнять штрафные. В общем-то, это тоже один из способов хоть как-то набирать очки, это идти в контакт, обострять игру и зарабатывать очки хотя бы с линии штрафной, потому что пока свободных бросков мало, и из-за дуги результативность ну, не впечатляет, не помогает. Пустогвар под 45. Ну, вот здесь спину не поставили. Беленков с головы снимает мяч и тут же отправляет его в кольцо. Андрей Наводчик с мячом. Максим Сазонов появился на площадке. Ну, уж не знаю. Ну, допустим, да, фол такой. Не буду судить. Тренерское решение. Фол в нападении у Андрея Наводчика. И посмотрим. Ну, как минимум второе замечание у Андрея. Начинают свою атаку Цмоки. Стабровский на Тростенецкого возвращает. Хорошая скидка на Чаверса. Ну, смог он тут и поднять, и выпрыгнуть. Видно, что контролировал сейчас в этом эпизоде нахождение защитников с двух сторон Клавс. Ну и по очкам тоже тут еще добавляет 9 очков уже. В общем-то, больше только у Лоури. Неплохо смотрится Клавс. Ну а вот здесь вот запустил вперед Карасевича. Показывает судье, что было, по его мнению, 3 секунды. Ну а здесь на последней секунде Беленков пытался, и, кстати, довольно близко бросил в сторону кольца. Могло быть и взятие кольца. Ну вот отправляются команды на перерыв при счете 53-29. Сейчас будет действительно серьезная интенсивная работа, как минимум для тренерского штаба Гродно. Ну а Цмоки спокойно могут провести перерыв, отдохнуть и возвращаться. Ждем вас после перерыва. Надеемся, расстаемся ненадолго.
что такое телевидение сегодня. Представьте, что можете поставить на паузу передачу, сериал или спортивную трансляцию. А если вдруг забыли что-то посмотреть или хотите смотреть снова, архив сохранит это. У вас смартфон, планшет или компьютер? Здорово! Смотрите любимые каналы с нескольких устройств через один аккаунт. Попробуйте Вока ТВ прямо сейчас. Первые 30 дней бесплатно. Телевидение — это теперь так.
Что такое телевидение сегодня? Представьте, что можете поставить на паузу передачу, сериал или спортивную трансляцию. А если вдруг забыли что-то посмотреть или хотите смотреть снова, архив сохранит это. У вас смартфон, планшет или компьютер? Здорово! Смотрите любимые каналы с нескольких устройств через один аккаунт. Попробуйте Вока ТВ прямо сейчас. Первые 30 дней бесплатно. Телевидение — это теперь так. Что ж, дорогие друзья, возвращаемся в игру. Звучит сигнал к началу третьей четверти. 53-29. Провели команды перерыв в раздевалках. Частично на паркете доразмялись, кому это требовалось. И смотрим, как будут развиваться события. Тут Клайберн запутался в своих решениях. Мяч выскользнул. Халяев на Сазонова. Ну, наводчик подбирает, подчищает за партнерами. Вообще Андрей тут, наверное, основную работу сейчас и по набору очков, и по игре в защите делает. Смоки в нападении. Беленков на Клайберна. Лоури поднял Потупчика, но тут устоял, сохранил, вроде бы перекрыл проход прямиком к кольцу. Ну а здесь фол нападения получает Владимир Веременко. Ну, в общем, как я уже говорила, даже в Лиге ВТБ со своей антропометрией, атлетизмом регулярно получают фолы в нападении Владимир, но по большому счету, ну а как играть, если
Оппоненты просто не могут совладать с массой, с разворотами Володи. То есть, ну, тут привык-то по-мужски играть. Здесь ребята по своим атлетическим данным, ну, сложно им что-то противопоставить. Не получается доставить мяч. Ну, вроде бы и было место для атаки Володя, но опустился к наводчику в помощь Каляев, и атака так вот захлебнулась. Но сейчас остается владение от Цмоков из-за лицевой. Роберт Лоури вводит мяч в игру. Посмотрим, как вообще вот будет работать эта связка. Клайберн и Лоури. Играют они на позиции первого-второго номера. Ну, вот сейчас хороший пас в сторону. Опять мне кажется, что был заступ, насколько я вижу со своего комментаторского места. Но 3 очка записывают на счет Тростенецкого. Вернее, он сам эти 3 очка записывает в свой актив. Вернулся на площадку Макс Шустов. Не так много времени он провел в первой половине матча. Ну, откровенно не заладилась игра, и Кузьмин дал возможность ему как-то посидеть, осмыслить. Но я думаю, что Макс с его опытом, с его огромным колоссальным послужным списком, помним его еще даже по давним играм за Осиповичи и многолетнюю игру в Рубане, но должен он, используя всю свою компетентность, найти способ быть полезным своей новой команде. Ну а здесь Сазонов, ну так откровенно прошляпил возможность забить легкие 2 очка. Все сделали партнеры, чтобы создать ему эту ситуацию. Но, к сожалению, Макс промахнулся. И буквально дежавю, повторение практически 1 в 1 эпизода с Веременко. Смахивают мяч у него сзади. Ну и Цмоки утрачивает возможность на атаку. Егор Потупчик вводит мяч в игру. Но посмотрите, как Цмоки плотно опекает, буквально 3 человека вокруг Шустова. Тут нелогично, конечно, идти в край и вообще дриблинг использовать при такой системе защиты. Тут нужно вывести пасами, возможно, используя больших. Какой-то эффект неожиданности используют Цмоки. То есть они так плотненько играли от центральной линии, а сейчас идут в отбор, играют на 3/4 площадки. Ну, понятно, им нужно отработать систему защиты, что они делают вот в матче с Гродно. Тем более свежие игроки. Ну, тут захват, конечно, захват. Каляев за корпус прихватил Веременко. Вообще этот чемпионат, розыгрыш будет необычным тем, что и оба таких участника с громкой фамилией, Володя Веременко и Анастасия Веременко, играют в белорусских чемпионатах. Такого не бывало, не знаю, было ли вообще одномоментно. Ну уж точно это было очень давно. Настя остается до Нового года в Беларуси, будет помогать Горизонту в играх. Ну и Володя вот переподписался, имеет контракт на весь текущий сезон, что не может не радовать, потому что, ну, и такого уровня игрока видеть воочию и, ну, и приятно, и молодые игроки очень много могут почерпнуть у Володи за время его присутствия в чемпионате. И те, которые тренируются с ним в одном клубе, и те, которые играют против него в сезоне. Шустов пытается там через заслон с наводчиком. Ну, Егор открытый, можно атаковать. Ну, чуть-чуть не доработал кистью, и не получается атака. Разница тем временем растет. По моим ощущениям, зоны стоит сейчас Гродно. Посмотрим, сейчас будет следующий эпизод. Опять не получается. И тут вроде и все сделали, и заработали этот мяч, и вырвали в защите. Но не забили на нападение, и тут же очень быстрый ответ в исполнении Евгения Беленкова. И счет становится 30 очков. То есть ровно в половину Гродно отстает от Цмоков. Если посмотреть статистические показатели по итогам первых 2 четвертей, то в общем и целом не такие уже там
Серьезные разрывы, например, по фолам, по съемам, по ассистам, примерно показатели равны. Но что касается процента попаданий, то, конечно, здесь бесспорно смоки имеют огромный перевес. Скажем, броски с игры у них 54%, двухочковые 59%, трехочковые 46%, почти половина, ну и 85% с линии штрафного броска. В то время как у Гродно и близко нет таких показателей. В общем и целом с игры 33%, с дистанции 36%, из-за дуги совсем печально 22%. Ну и очень много холостых попыток с линии штрафного. Из 13 7 попаданий, это лишь немногим более 50%, а именно 53%. То есть даже те возможности, которые должны были быть стопроцентными, были упущены, что вот в принципе создало эту разницу. Ну вот жаль, целых 6 очков не набрано со штрафной. И, как уже говорил, в таких случаях буквально каждый бросок на счету. Нарушает правила Александр Пустогвар, пытаясь остановить Егора Потупчика. Ну и вот сейчас тандем экс-Рубона пытается общими усилиями организовать атаку. Заслон через наводчика, освободился Потупчик, но пока вот мяч в левый край никак не попадет. Незаметен пока на самом деле Иван Каляев. Вот пытается вот сейчас продавить в силовой манере, но и получается. Лоури запускает руку под его локоть, и Иван получит возможность атаковать с линии штрафного. Главное, чтобы это было результативно, потому что очень с большим трудом Гродно пока создает себе возможности для атаки, будь то из-под кольца, будь то с периметра. Не точен Иван в первой попытке. Подбадривают его партнеры по команде. Ну, не просто, конечно, складывается поединок для Гродно. Прогнозов, конечно, делать никаких не буду, но тут ничто не предвещает, что вот за счет того перерыва какую-то найдут стратегию, сломают рисунок игры. Пока примерно все в том же ключе происходит. С той лишь разницей, что еще больше в защите стал давить Минский клуб, и взломать защиту Гродно по-прежнему так же сложно, как и в первых двух четвертях. Ну вот видим, очень близко. Ну, находит Сазонова мяч, хотя Веремеенко прочитал. И так не совсем уверенно Максим, но все-таки заставил себя идти к кольцу. Ну и заработал штрафные. Вот такими личными обострениями и стоит сейчас, наверное, продвигаться в нападении, пока нет командных каких-то работающих схем. Ну и вот сейчас Макс сыграл индивидуально, пусть так не уверенно, но есть заработанные штрафные, теперь остается только их реализовать. Точен в первой попытке. Стопроцентный подход к линии штрафного, и тут же Сазонов отправляется отдохнуть. Денис Куратник вступает вместо... прошу прощения, Дмитрий Куратник меняет его на площадке. Ну а у Цмоков появляется Бенджамин Дуду, Андрей Рогозенко, и Чаварс поменял Володю Веремеенко. Хорошо здесь Каляев отыграл в защите, остановил мяч, причем ему удалось это делать без фола, но уже вот при переходе от нападения к защите Цмоки через фол остановили быстрое нападение, но тем не менее сейчас Гродно 93 продолжит свою атаку. Так, я, возможно, пропустила момент, возможно, даже не спортивный фол, потому что пробивают. Не точен
Егор с первой попытки. Обидные, конечно, промахи со штрафной. Ну и вторая тут уж тоже. Ну а здесь вот получает фол, скорее всего, Карасевич. Да, соглашается он с Лизой Фоминой, арбитром этого матча, что останавливал Чаварса, и Смоки идут в нападение. Заслон от Чаварса провалился. Ну хорошо, посмотрите, Павел Карасевич прочитал эту передачу, но ненадолго владение осталось у Гродно. Ой, жестко Лоури сейчас вошел в корпус Каляеву. И, в общем-то, в какой-то степени справедливо он обращается к судьям, что совсем момент не требовал вот такого контакта. А это очень такой травматичный был эпизод. Ну и здесь вот Егор Потупчик эффектно осуществляет слэмданк. Вот хотя бы такие эпизоды в исполнении Гродно, они намного оживят игру, придадут ей такой оттенок все-таки борьбы, какого-то настроя, несмотря уже на разницу в счете. Очень хочется, чтобы таких моментов было побольше. Беленков здесь на подборе, не получилось у Каляева. Со спиной не успевал, но упустил под кольцом, и разница еще больше стала. Ну вот сейчас неплохо разобрались с выводом мяча, минимально использовали дриблинг. Карасевич издали. Ну, вот было бы неплохо, конечно, в этой ситуации набрать очки, потому что любая серия из результативных атак, которые идут подряд, она ободряет команду, вселяет уверенность и может заметно изменить рисунок игры. Ну вот, к сожалению, не получается. После эффектного слэмданка от Потупчика накатом взять еще раз кольцо, и Смоки идут. Будет позиционно организовано нападение. Тростенецкого забыли здесь в углу. Ну, Леша не стал наказывать Гродно. Тем более тут Каляев забирает мяч. Не бежит команда. Высматривал Шустов, так надеялся, что аккуратненько обострит под кольцо, но Дмитрий так спрятался под 45. Ну вот не получается снова атака. Хотя Смоки очки не добыли, но вот буквально вот просто за каждую возможность атаковать нужно бороться. Тростенецкий с края, хотел тут индивидуально, мяч возвращает. Ой. Да, тут и поднял игрока, и даже думала, Лоури же тут доиграет это так называемое соло свое, но все-таки поделился мячом. Вот уже, наверное, 4-я подряд атака, ну, если считать и тех, и других, безрезультатные. Замены в командах. Каляев и Шустов отправились отдохнуть, на их места заступили Дрюков и Крюк. Ну, не получалось у молодого игрока Гродно, я имею в виду Крука Григория, как-то организовать доставку мяча в нападение. Я уж не говорю под кольцо. Посмотрим, как сейчас сможет он в этом вопросе преуспеть. Ну а тем временем тут дебаты между судейским корпусом и Лоури приводят к тому, что получает Роберт техническое замечание, недоволен. Вообще вот абсолютно формат матча сейчас не требует вот этих эмоций, и в каких-то, чуть-чуть судьи упустили ситуацию на площадке. Вот уже который эпизод чувствуется вот нервозность, напряжение игроков. Здесь Лоури взбунтовался, там Каляев, уже было видно, что вот по движениям даже, что есть вопросы к тому, что происходит на площадке. Но я очень надеюсь, что игроки не заведутся, сохранят все-таки настрой на игру по правилам, ну а судьи им в этом помогут. Аккуратник тут застрял между двумя. Ну тут можно было предположить и пробежку, но все-таки Дуду, по-моему, получает замечание. Ну, очень нужный тайм-аут на самом деле для всех, чтобы немножко остыть. Еще не хочется, чтобы игра приобретала такой вот оттенок тычков, препирательств, вместо того, чтобы игроки и зрители получали удовольствие от игры. Я думаю, как раз вот сейчас за этот перерыв немного страсти улягутся, и
вернется хороший, красивый баскетбол. Заканчивается минута, отведенная на перерыв игрокам. Тренеры воспользовались возможностью откорректировать игру своих подопечных. Насколько это вообще возможно сделать в таких полевых условиях. Как видим, даже большой перерыв не сильно помог Гродно нащупать какой-то нерв, пульс. Аккуратник пока не точен с линии штрафного. Ну и второй раз также мимо. Ну вот еще один эпизод, который абсолютно нелогичен, не обоснован. Тут шансов у Павла выцарапать этот мяч было немного, но тем не менее, может быть, даже и стоит вот обозначать, что нацелено идти во двор, бороться, ну, включить характер. Ну, главное, чтобы это было в рамках правил, чтобы не переходило вот в такую бойню на площадке. Стабровский быстрый мяч на Пустогвара. Нашли Каверса. Ну, хорошо себя чувствует новый игрок Цмоков. И видели, что из периметра, вернее, не с периметра, дистанции атаковал. На подборе работает и как-то хорошо выбирает место, даже если это не комбинация, не специальный подвод игрока на бросок. Ну, в общем, по-моему, совершенно безболезненно, без проблем вписался в игру команды. Ну вот сейчас вот отлично. Первый, наверное, эпизод такой вот осмысленной, построенной атаки, быстрый перевод мяча. И хотя и аккуратненько, и не так быстро получилось обработать мяч, но вот хорошее взаимодействие командное и 2 очка таких очень добротных, обнадеживающих, я бы сказала. Швакель с мячом. Чуть-чуть, вот если заработают вот эти связки. Ну вот хорошо сейчас тоже Дрюкова освободили под бросок, но вот пусть бы точный был бы Тимур, и все бы наладилось. Буквально немного, мне кажется, надо ребятам, чтобы почувствовать свою игру. Круг остановился, хорошо убрал Тростенецкого с разворота, ну реально очень сложный технический элемент с поворотом на 360 градусов. Ну вот видим такой очень интересный и качественный всплеск в игре Гродно, но могут, значит, просто чуть-чуть больше стабильности, чуть-чуть больше собранности, и все начнет получаться. Вот здесь Дуду тоже запутался с мячом, потерял. Есть возможность эту серию добавить до 3 подряд забитых очков с игры. Ну, не засосало кольцо это мяч, на подборе никого. Стабровский с мячом. Дуду. Андрей Рогозенко. Ну, здесь без проблем разобрался с защитой от Гродно. Тут Григорию Круку сложно было что-то противопоставить. Андрей резкий, с хорошей сменой направления. Ну, проба Карасевича издали. Ну, объективно фол был. Тимур спорит. Но Дуду так не сыграл, думаю. Все-таки здесь было нарушение. Два броска будет Бенджамин исполнять. Сложно тоже ему пока вот так уверенно найти свое определенное место в команде. Но тем интереснее вызов, тем интереснее, потому что подняться на другой уровень, попробовать свои силы второй по величине и по уровню, по качеству лиги в Европе, я считаю, это дорогого стоит. И уверена, что Бенджамин приложит свой максимум. Ну а тем временем
Тростенецкий издали. И вот в этот раз, да, судьи зафиксировали, что бросок с заступом двухочковый. 73-40. Ну, в общем-то, что сказать, преимущества Смоки только нарастают. 35 секунд остается сыграть в этом матче. Роняют Крука в таком силовом проходе, пытался атаковать. Ну вот уже все на другой половине площадки. Тут перемудрил Стабровский с пасом. Непонятно, куда он хотел отправить мяч. Ну, как бы то ни было, до Рогозенко мяч не дошел, а по направлению думать, что этот мяч предназначался Дуда, ну, тоже сложно. Слишком траектория была далека от его местонахождения. Снова видим в исполнении Смоков прессинг на 3/4, групповой отбор, и причем так помотал Тростенецкого Круг, затратил довольно много времени, на атаку остается буквально 6 секунд. Сам себе пас, но судьи посчитали, что касание было. Андрей пытался, ну и, в общем-то, по времени угадал, вложился в бросок, ну вот не получилось быстрого прорыва, после перехвата забить. 73-40, еще один двухминутный перерыв перед тем, как начнется финальная четверть этого поединка. Ну, в общем-то, я не думаю, что какой-то камбэк вероятен в этом поединке. Смоки с первых секунд заявили свои претензии на победу. И Гродно, ну, буквально в отдельных эпизодах, наверное, соответствовал по уровню, по качеству игры противнику. Во всех остальных же ситуациях, ну, такое преимущество безоговорочно имеет минская команда. Ну, не будем сравнивать бюджеты, возможности по составам. Конечно, априори они неравнозначные. Требовать здесь от Гродно какого-то запредельного рывка тоже невозможно. Понятно, что наш полпред ВТБ по всем показателям превосходит. И здесь можно только, наверное, за счет особого настроя и точности, потому что бывают игры у любой команды самой титулованной, но вот бывают матчи, когда просто не летит, не попадает мяч, и вполне себе команда, значительно уступающая в классе, может одержать победу. Но сегодня, к сожалению, не та ситуация, не тот случай для Гродно. Я думаю, что здесь просто нужно наигрывать состав и пытаться играть вот в условиях, когда не идет, не получается, но на морально-волевых пытаться сделать игру качественной и зрелищной. Ну что ж, стартует последняя четвертая четверть в дебютном матче финала 4. Эти матчи определят победителя чемпионата Республики Беларусь 2019-2020 года. Хороший розыгрыш от Смоков. Вывели на бросок Андрея Рогозенко, и под 45 забивает Андрей трехочковый бросок. Хорошо здесь забрал двух защитников на себя. Потупчик отбросил на Войчика, не получается забить, но Макс Сазонов хорошо подстраховал партнеров на подборе и так без приземления добивает. Хороший эпизод в исполнении Гродно. Еще одна идентичная атака, с той лишь разницей, что без заслонов, на Рогозенко, вернее от Рогозенко, и Андрей обстреливает кольцо Гродно с точностью и так, ну, не церемонится с оппонентами. В общем-то, снайпер его уровня должен действительно тут с периметра при любых обстоятельствах, сопротивлением или без, добиваться своего.
Тайм-аут от Ростислава Вергуна. Останавливает он игру с целью что-то донести до команды. Буквально тут 45 секунд было сыграно. Но уже тренер посчитал необходимым пообщаться со своими игроками. Некоторые замены были в тайм-ауте. На площадке у Гродно появляется Винокуров Кирилл. Совсем немного времени пока он провел, но, в общем-то, и так и не навредил своим присутствием. Болею всегда именно за молодых игроков. Очень желаю им использовать свои умения, помогать команде, ну и расти в своем мастерстве, используя все то игровое время, которое им доверяют тренеры команды. Довольно такая затяжная позиционная игра и в каком-то смысле такая затратная, а атаку все равно пришлось производить Андрею Наводчику с сопротивлением из-под двух игроков. Ну, в общем-то, эту атаку точно нельзя записать в актив. Ребята не смогли сорганизоваться. Посмотрим, как это получится у Цмоков. Ну, тоже так включились в защиту. Вижу, что тоже есть сдваивание у игроков, причем сдваивание вверху. Вот конкретно сейчас в исполнении Дениса Куратчика мы это видели. Куратненько, прошу прощения. Ну, а здесь чистый выход Наводчика, и Андрей забивает. Вроде Андрей Пустогвар, там Александр присутствовал, но получается вот сразу другие впечатления, другие ощущения от игры, когда получаются командные взаимодействия у Гродно. И не хватает буквально чуть-чуть четкости. Конечно, сопротивление в защите весомое, но легко играть без защиты. А когда она есть, тут уж действительно нужно попотеть, поработать. Второй подряд, кстати, тайм-аут берет Ростислав Вергун. Вероятно, отрабатываются какие-то схемы, что-то очень определенное тренер требует от своих игроков сейчас на площадке. По горячим следам пытается объяснить, не бережет тайм-ауты на поединок. Ну, при таком счете, при такой разнице, в общем-то, никакого смысла в этом нет, не будет никакой напряженной концовки. Поэтому вполне можно вот тайм-ауты сейчас оперативно потратить на пользу дела, на то, что, возможно, это касается как раз вот этой активной формы защиты, могу так предположить. Коррекции вносятся в действие игроков. Потому что по нападению тут, в общем-то, у Цмоков никаких проблем они не испытывают. Хорошо снова тут сыграли, но не до конца, в общем, не чисто был сделан заслон, сложно было Чаварсу сейчас бросить. Ой, ну а здесь вот наконец включил свое дальнобойное орудие. Шустов забивает, причем с такой тяжелой позиции, с сопротивлением. Ну вот побольше бы таких эпизодов от Макса, как мы привыкли видеть в его исполнении. Ну, Пустогвар тут думал, идти, не идти, все-таки решил бросить, не точно. Ой, ну... Тут тоже вот какая-то неуверенность, несмелость в действиях Дениса Куратникова, Дмитрия Куратника и быстрый ответ от Цмоков. Ой, прошу прощения, это был Винокуров Кирилл, да, конечно, сыграла команда на своего большого, но сложно ожидать от молодого игрока, что вот так возьмет уверенно на себя здесь игру в этом эпизоде, хотя должен был на самом деле. Уже находился близко к кольцу, спиной, в своей такой классической позиции для центра, поэтому
должен уже в эти моменты искать возможности для того, чтобы атаковать кольцо. Уже лучше вариантов может и не быть на самом деле. За боковую Макс Сазонов будет вводить мяч. Смотрим, какое взаимодействие. Ну, пока вот этот заслоны ни к чему не привели. Тут уже Потупчик просто пытается продавить. Близок был к пробежке, к прыжку с мячом, вернее. Ну, подбор Вячеслава Чаварса. И уже Стабровский под кольцом. Ну, отлично подыграл на Чаварса с таким финтом, с разворотом. И хорошо Андрей почувствовал партнера, создал ситуацию. Ну и очень эффектный элемент продемонстрировал сейчас в игре. Ну что ж, Лоури готовится к возвращению в игру. Меняет Андрея. Хороший сейчас отрезок сыграл Старовойтов. Ой, прошу прощения уже. Стабровский. Ну и замена, возвращается Володя Веременко вместо Клавса Чаварса. Нужно атаковать. Ну, немного увереннее. Хватало времени на бросок, просто больше уверенности, и все начнет получаться. Лоури посидел, остыл. Надеюсь, уже не будет желания вступать в дискуссии с судьями. Потупчик подхватывает мяч, утерянный Шустовым. Ну, конечно, расстроен, но на самом деле вот эти обострения, пускай с сопротивлением, но они все-таки освежают игру Гродно. Ну а здесь совсем какой-то неправильный пас в исполнении Шустова. Пока тяжело настраиваются новые связи. Тут же замена от Кузьмина. Владислав Швакель возвращается на площадку. Да, нужно Максу немного перевести дух. Но, как уже говорила, игрок такого уровня, такого опыта не может не найти способ, как приносить помощь команде. Поэтому ждем от Макса такого уже вхождения в игру. И либо играть на команду, либо индивидуально. Очень надеюсь, что все получится. Лоури хоть номинально первый номер, но сейчас вот опустился на позицию центра. Ну а Пустогвар просто тут с периметра добивается успеха. Никто не опекает, вернее обозначают защиту, но так похоже, что все-таки подустали уже игроки сборной, простите, Гродно. И абсолютно все уже были заиграны в обоих командах. Кто-то больше, кто-то меньше, но таких, чтобы кто-то абсолютно не появлялся на площадке, нету. Хороший пас от Веременко. Вообще Володя славится тем, что отлично видит площадку и может организовать быстрый отрыв пасом через всю площадку. Но вот здесь мне все-таки показалось, что была пробежка у Тростенецкого. Ну, судьи посчитали, что все-таки нарушение было при броске, и Алексей исполняет штрафные. Да, уже много игроков в ЦМОКах преодолели двухзначный очковый рубеж. Я имею в виду в индивидуальном зачете. У Лоури 14, Тростенецкий пока становится 10, Белянков 13, лидером по очкам на данный момент является Чаварс 15, Рогозенко 11 и у Пустогвара 12. Ну а у Гродно пока никто не преодолел двузначный рубеж. Ближе всех находится, как ни странно, Швакель, тот же Потупчик,
и Карасевич. Все с 8 баллами в своем активе. Занижает темп игры Роули, буквально вот так неспешно пересекают линию центра. Ну, я думаю, что больших скоростей мы уже не увидим, потому что все-таки еще 2 матча и подряд в таком режиме не часто команды принимают участие. Клайберн сейчас издали. Из-под кольца уже забивал, с прохода забивал. Теперь еще и трехочковая атака. То есть хорошо обученный, универсальный игрок. Я думаю, действительно будет будет определяющим, стилеобразующим игроком МОКов в этом сезоне. Шваки Лиздали добивается, помогает команде 3 очками. Ну и так незаметно становится лидером по очкам в своей команде. Уже 11 очков в копилке у Владислава. Володя решает идти к кольцу. И видно было, что ожидает тоже, как кому-то отдать пас. Ну, фалят на нем. И в этот же момент замены возвращается Чаверс и Стабровский вместо Лоури. Короткими отрезками играют игроки. Я думаю, что это служит и поддержанию их работоспособности. Не нагружают. Вергун понимает, что в сезоне, конечно, другая совершенно будет картина. Тот же Лоури проводил очень много времени на паркете. Не виден сейчас Салаша, тоже, возможно, берегут его на решающие поединки. Скорее всего, таким станет именно финальный поединок, который состоится в воскресенье между Цмоки и Борисфен. Команды, которые, по моим предположениям, как раз и будут бороться за золото. Борисфен вообще очень приятное впечатление на меня произвел в прошлом сезоне, как раз таки благодаря своему участию в Евразийской лиге. И приезжая в Могилев и наблюдая, комментируя матчи этой команды, очень здорово они смотрелись. Хороший состав, конечно, он тоже претерпел изменения. Ушел Дуда, ушли американские легионеры. Непосредственно в матче с Рубоном познакомлю вас тоже с ростером. Но огромную работу на самом деле проделал Кривонос в прошлом сезоне. И ребята очень неплохо выглядели. Поэтому действительно интересно будет наблюдать за противостоянием именно Борисфена и Цмоков. Ну а здесь тоже не получается снова атака у Гродно. Вводит мяч в игру. Борисевич на площадке. Ну а Стабровский ведет свою команду. Широко играют Цмоки. Причем пасы доходят. Все-таки так кучно играют защитники. Поэтому мы видим даже широкие диагональные пасы по периметру. Идут беспрепятственно. В общем-то, развязанные руки у Цмоков. Тут бросай, забивай. Пустоглар отправляется, меняет его Бенджамин Дуду, который, в общем-то, пока так ищет свое место на паркете. Немножко лучше ситуация у него обстоит, чем у Шустова. Про Потупчика можно сказать, что, в общем-то, уже он вписался, добывает очки, и КПД его растет. Максу пока сложно, но какую-то середину между этими 2 полюсами занимает Дуду. Чаварс будет сейчас исполнять штрафные. Не хочется как-то так откровенно сравнивать, проводить параллели, но по тому матчу, который мы сейчас досматриваем, вполне достойная замена, я считаю, Гавриловичу. К тому же, если еще получится наладить такие связи, как были у Гавриловича с Мирковичем, там тот тандем очень хорошо работал, прямо понимали друг друга с полуслова. Если такой тандем заработает между Чаверсом и
Клайберном, то можно будет считать работу селекционную, скаутскую работу клуба в этом году достойной. Да, и как слышим, не засчитан этот мяч. Хотя тут любая атака результативная нужна, как воздух. Уже подбираются Смоки к 100-очковой отметке, 92/50, и еще 2,5 минуты играть. Я думаю, что этого будет времени достаточно Смокам, чтобы осилить 100-очковый рубеж. Ну, сейчас Стабровский, так, по-моему, злоупотребляет дриблингом, но делится мячом, Дуду издали и забивает. Молодец. Бенджамин не упускает возможность проявить себя, доставляет мяч в кольцо. 5 очков пока на его счету. Ну, есть еще время, 2 минуты. Есть еще время индивидуально улучшить свои показатели статистические. Ну, тут Швакель нашел Карасевича. Казалось бы, там лес из игроков, но вот все-таки игроки одного клуба, я имею в виду не из дебютантов, не из новоприбывших, и сейчас все получилось, сыграли, забили. Ну, вот сейчас посмотрел, только Борисевич из команды Смоки не забивал. Вот, если партнеры прочувствовали это, так могли бы так и помочь сыграть на него, чтобы были в активе очки. Это всегда как бы и приятно, и в дебютном поединке, чтобы уже какая-то статистика была. Ну, пока как-то не озабочены этим моментом, потому что иногда бывает, когда молодой игрок появляется на площадке, когда исход поединка известен, то очень явно вся команда ищет возможности, чтобы именно этого человека вывести на атаку, дать ему возможность забить в ущерб там своим каким-то возможностям. Очень хочется, чтобы такую вот роль сегодня отвели Борисевичу, Даниилу. Ну, посмотрим. Посмотрим, как вот сейчас коллективный разум Смоков себя проявит. Увидим мы этот момент или нет. Фарид Чаварс на Карасевиче. Ну, хорошо тут Павел вообще. Ну, на самом деле, капитан, вот он, можно его отметить, боролся, и нижние мячи доставал, и забивал, в общем, цементировал защиту, ну, уж настолько, насколько хватало ему сил. Ну вот и сейчас даже под конец матча добирает свои очки, и сейчас он становится лидером по этому показателю. 12 очков в его копилке, 11 у Швакеля. Ну, вот уже двое игроков, да, тоже перешли двузначный рубеж. По-прежнему Смоки работают активно. Стабровский тут так уж, ну, было чистенько, но вот все-таки в последний момент совершает фол. Будет сейчас пробивать игрок Гродно, забивает. 3 очка буквально вот отделяют Смоки. Ну а Гродно, вот, если бы все так бросали, как сейчас Гриша Круг с линии штрафного, то, может быть, и как минимум на очков 13-15 разрыв был бы меньше. Стабровский, ну, отлично. Ну, теперь понимаем тактику Смоков. Не столько они стремились заиграть и задействовать во взятии кольца всех игроков, сколько стремились к этой заветной цифре 100. Ну, вот сейчас этот показатель уже освоен. Может быть, в оставшиеся 41 секунду сыграют на Борисевича. Посмотрим. Но тут Круг со своей позиции тоже вот хорошо, вот, уверенно нужно бросать та игра, когда уже и тренер даже слова не скажет, когда за такие атаки нужно пробовать себя без страха смотреть в сторону кольца. Здесь что? Здесь фол нападения от Клайберна. Все меньше времени, 27
секунд остается до финального свистка. Ну, посмотрим, остановится ли итоговый счет на цифре 100. Но сейчас есть возможность у Гродно хотя бы выйти это уже из 60, уже так, чтобы не было полных 4 десятка. Такая как бы некомфортная цифра на самом деле для разницы. Ну, хотят, я думаю, что и все время использовать, но такая очень статичная форма нападения. Можно атаковать. Ну вот Дрюкова вывели. Ай-яй-яй, ну не получается сегодня у Тимура. Хороший момент создали для... Да, все-таки 100 на 59. Заканчивается первый матч. Смоки были безоговорочно сильнее Гродно. Ну, как уже говорила, объективно сложно было бороться. Ну что ж, игроки приветствуют друг друга после матчевом рукопожатии. Ну а мы с вами в 19:30 встречаемся в эфире на матче Рубон и Борисфен. Что такое телевидение сегодня? Представьте, что можете поставить на паузу передачу, сериал или спортивную трансляцию. А если вдруг забыли что-то посмотреть или хотите смотреть снова, архив сохранит это. У вас смартфон, планшет или компьютер? Здорово! Смотрите любимые каналы с нескольких устройств через один аккаунт. Попробуйте Вока ТВ прямо сейчас. Первые 30 дней бесплатно. Телевидение — это теперь так.